Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях 27 февраля. Заседание Совета Безопасности. Принято решение о прекращении работы пунктов пересечения госграницы с Грузией. Вопрос перевозки грузов должен быть окончательно решен. На территории Северостинского пункта пропуска Нижний Зарамак состоялась встреча с представителями Северостинской таможни. Преданность избранной профессии и удивительная работоспособность. Сегодня 95 лет со дня рождения выдающегося остинского ученого Нафи Джуссойта. В течение 3 недель внимание граждан республики и не только приковано к вопросу перевозки грузов через пункт пропуска Нижний Зарамак. С целью решения вопроса состоялось обсуждение злободневной темы представителей Севера и Юга Осетии. Отмечено, необходимо найти выход из сложившейся ситуации с последующим окончательным решением. На территории Северостинского пункта пропуска Нижний Зарамак состоялась встреча с представителями Северо-Осетинской таможни. В обсуждении вопроса касаемо пропуска товаров и грузов через российско-юго-осетинскую границу приняли участие представители администрации президента Южной Осетии, глава таможенного комитета Мурат Схавребов, депутаты парламента, представители Минэкономики и торгово-промышленной палаты. И я думаю, к какому-то механизму провоза грузов мы придем. Это не последняя встреча в подобном формате. Необходимо сделать все возможное, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, чтобы вопрос перевозки грузов был окончательно снят с повестки дня. Все прекрасно знают, что грузы идут, их декларируют так или иначе. Может быть, объемы перевозок стали поменьше, начали возить почаще. Да, безусловно, проблема по некоторым видам продукции, она сохраняется. Эта проблема будет решаться на самом высоком уровне. То есть вот эти планы по обсуждению этих проблем с руководством Российской Федерации, они есть, они запланированы, в ближайшее время будут осуществлены. Представители Северостинской таможни провели встречу и с предпринимателями из Южной Осетии. Поговорили обо всех проблемных моментах, возникающих во время провоза товаров через границу. После 3-недельной задержки грузов на таможне их наконец пропустили. Однако это временное решение вопроса. Поэтому в дальнейшем необходимо предпринять меры, чтобы в корне решить вопрос. Анжела Кукоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Продолжает поступать информация о новых случаях инфицирования в мире коронавирусом. После полученной информации о зафиксированном случае заражения коронавирусом в соседней Грузии, президент Анатолий Бибилов провел экстренное заседание Совета Безопасности Республики Южная Осетия. Принято решение о прекращении работы всех пунктов пересечения госграницы с Грузией 27 февраля с 20:00. Пункты пропуска будут закрыты до особого распоряжения. Анатолий Бибилов провел заседание Совета Безопасности для обсуждения вопросов недопущения распространения чумы 21 века на территории Республики Южная Осетия, коронавируса нового типа COVID-19. В начале заседания президент отметил, что предстоит обсудить тревожные сигналы, поступающие из Грузии, об официально зафиксированном случае заболевания коронавирусом. Считаю это серьезным вызовом и, конечно же, реакция должна быть оперативной, правильной, взвешенной. И, конечно же, необходимо, чтобы Министерство здравоохранения Республики Южная Осетия проинформировало нас о ситуации, о готовности нас к этому вызову, какие действия мы должны предпринять для того, чтобы, во-первых, как-то ограничить или сделать все для того, чтобы максимально обезопасить население Республики Южная Осетия. И какие шаги мы будем предпринимать, если у нас появится ситуация, связанная с коронавирусом.
С целью воспрепятствования эпидемии вируса нового типа на территории Республики Южная Осетия Советом Безопасности было принято решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на юго-осетино-грузинской границе до особого распоряжения. Министерству здравоохранения и Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия республики поручено разработать план профилактических мер и порядок взаимодействия с ответственными службами Российской Федерации. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам республики воздержаться от посещения иностранных государств в целях своей же безопасности. Марьяна Чочиева, Оксана Татаева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения академика Нафи Джусойта. Ему принадлежит свыше 400 трудов, в том числе 1,5 монографий. Особое место в его творчестве занимали публицистика, издание учебных пособий и словарей, переводы произведений классиков русской и зарубежной литературы. Все, кто его знал, удивлялись его познаниям и трудоспособности. При этом ученый оставался простым и добродушным в общении с собеседником, а для младших коллег – авторитетным наставником. Оксана Джоева продолжит. В день рождения великого человека и ученого Нафи Джусойта к его памятнику пришли президент Анатолий Бибилов, сестра ученого Клавдия Джусоева, коллеги и любители его творчества. Среди них были люди, с которыми Нафи бок о бок проработал более 50 лет. Нафи рядом с нами нет почти 3 года, но мы до конца еще этого не понимаем. Нам придется еще многие годы учить и знакомиться с трудами великого ученого, отметил в своей речи глава государства Анатолий Бибилов. Нафи заел хаттержурен иронодой мог серберзунт кемейкумева. Я иронжинодой. Я ирсунен лекот кеннетахи. Хаудуна юсею. Ама кейзайна хава. Офтеку загам херендерн Нафи нафок. Херендерн Нафи нафок. Ама Kuspakutta Nafi vi alle fadegeder tel moscheira dögem iron literatura en iron vzogenshle kot fakutta human nama vetchegen kerum moderni sarkutta Nafi ger berzund odai magudishmeya yvozme kene dvozme sakhar kene yvozme dvozme she balavorkutta irsunodemen vi rargum kenem ya fenin kenem vi fodat nama vechegen historiken dernay yu kritiken dernay yu akhurgunden dernay. Нафи никогда не показывал, что плохо себя чувствует. Всегда старался держаться и продолжать работать, говорит его сестра. В последние дни, когда он понял, что болезнь прогрессирует и становится сильнее, он постоянно говорил об Осетии и о судьбе своего народа. Нафи любили и уважали не только его родные, но и вся Осетия. Добрый, вежливый, мудрый, любящий, в народе его называли «наш Нафи». Его коллеги и родные вспоминают, каким он был в обычной жизни и сколько ему удалось сделать во благо науки. Нафи مخیستر فسمرون نبی ما خن فسمر نودی نبین انت فلودیش نقوم الجنك فسمر ويافت ما خوت ما فسمر تكرزم در نفذورنس فلماخ ما جرى قوم كوتام ودشتم فونس خو مدوا فسمر نافي ودنيا بتخيستر تامرشتا خاجت يبت كشتر اما ماخ نافي درجه زرتر نجونا نيكو فكشتا يدوا شاخد مخشب شتاي باس دي مينا بوان ورشتا او كايدر باشنا تاني سمين واجال ما كاي باسو خصاو اخد تكتانيشي بومبرزانيس فلا سرگتسرم بونت افتاو سادم راكس روخستستي سادم خورزينا داي ففنده ودوران تمام مجلس كفادت نافي خزان قرطة خم لكتة وما أرمستي خيسنا أرمستي مكوجنا فلا يومي يغيرات سيرستي одай могодан чиз котканзис. Нафи не болел, не был болезненным человеком. Он бодро до последних дней шагал по этой земле. И я была уверена, что он доживет до 100 лет. И не была уверена, что я буду еще жить после него. Оксана Джоева, Арсен Гасьев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.
В научно-исследовательском институте состоялась юбилейная научная конференция к 95-летию Нафи Дюссойта. Отмечено, что его беспредельная любовь к своему народу, культуре, феноменальная работоспособность и преданность избранной профессии, помноженные на природный талант, позволили Нафи достичь необычайных высот в научной деятельности. Репортаж Алены Уттаевой. В работе конференции приняли участие председатель правительства Эрик Пухаев, представители интеллигенции, Минобразования, общественные и научные деятели. Были подготовлены доклады о жизни и творчестве Нафи Дюссойта. Завкафедрой русской и зарубежной литературы Манана Парастаева выступила с докладом на тему «Синтез двух культур в творчестве Нафи Дюссойта». Человек Ренессанса, который коснулся своим животворным талантом почти всего, из чего состоит искусство слова. Я тоже пыталась обратиться к книгам, к своим собственным статьям о Нафи Григорьевиче. Сегодня я отказываюсь это делать, потому что он достоин живой мысли. А мысль такая. 3 русских автора, по-моему, на чаше весов стоят в равности Нафи. Это Солженицын, я имею в виду публицистику Солженицына. Это будущие постмодернисты Маканин и Трифонов. Много теплых слов о своем брате сказала сестра ученого о его творческом наследии. Она отметила, что и часто задавали вопрос, легко ли быть сестрой таких личностей, как Таймураз Хаджета и Нафи Дюссойта. Она поблагодарила организаторов конференции и предложила организовать международную конференцию. Нафи был моим старшим братом, а Таймураз младшим. Нередко мне задают вопрос, легко ли быть сестрой таких братьев. С одной стороны, нелегко, потому что многие часто говорят, а это сестра Нафи Таймураза. С другой стороны, несомненно, конечно же, горжусь ими. И благодарна Богу за таких братьев, которыми гордится вся Осетия. Хочу поблагодарить организаторов сегодняшней конференции Роберта Гаглойта, Зою Битарте, Аллу Бязрову и всех присутствующих. Председатель правительства Эрик Пухаев отметил, что Нафи сделал очень много для своей родины. Был не только хорошим поэтом, драматургом, прозаиком, публицистом, переводчиком, но и прекрасно пел и танцевал. Тот, кто был лично знаком с Нафи Дюссойта, имел возможность пожать ему руку и просто пообщаться с ним, был счастливым человеком. Мне посчастливилось оказаться с Нафи за одним столом. Он спросил меня, знаю ли я песню про Пухатылику, и он начал петь эту песню. И я понял, что он не только прекрасно пишет, но и прекрасно поет. Далее были зачитаны доклады Райгорд Роздзогай, Номсусак Фалгонста, Нафи поэзия, Нафи Дюссойта, человек-легенда. Алена Уттаева, Сармат Гузитаев, Фатима Кумаритова, информационный выпуск сегодня. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне и к столетию геноцида осетинского народа в Цхинвале откроют выставочный зал и проведут выставки художников Осетии. После войны 2008 года галерея искусства пришла в неприглядное состояние. Крыша протекала, здание нуждалось в капитальном ремонте. Все эти годы приходилось искать площадки для проведения выставок. Теперь в кратчайшие сроки многолетняя проблема будет устранена, и мастера кисти смогут представлять свои полотна на должном уровне. Долгие годы здание выставочного зала не функционировало. Союз художников часто затрагивал эту проблему, но она так и не была решена. Для художников зал имеет большое значение. Все эти годы они вынуждены были организовывать выставки на других, не предназначенных для этих целей площадках. Теперь здесь приступили к ремонту. Часть фасада пришла в негодность, также крыша, окна и так далее. И вот сейчас мы, благодаря помощи Анатолия Ильича, нашего президента, который нам выделяет денежные средства каждый месяц, стараемся как-то привести это все в порядок.
Как оказалось, работы здесь очень много. Крыша здания протекала, вследствие чего стены покрылись плесенью. Сильно поврежден и пол в зале. Как говорит директор выставочного зала Алан Бекоев, сейчас главное – заменить кровлю и сделать все возможное, чтобы сохранить здание. Помещение было в ужасном состоянии. Стены маскировали баннером, чтобы не портили внешний вид. Сейчас уже поставили витринное окно, чтобы каждый, кто проходит мимо выставочного зала, мог видеть, что происходит внутри. Это должно быть очень красиво. По словам Бекоева, трудятся местные ребята. Именно они приводили в надлежащий вид мастерские в здании Союза художников. Работу выполняют качественно и вовремя. В выставочном зале проведут все необходимые работы, чтобы в дальнейшем у художников не было проблем с проведением выставок. Ранее был разработан проект нового выставочного зала, однако его пока не включили в инвестпрограмму. Мы надеемся, что новый выставочный зал будет построен, но и до этого мы, конечно, будем проводить выставки. Ремонтные работы проводятся на средства, выделенные Союзу художников из президентского фонда. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. В Министерстве здравоохранения и социального развития прошли отчеты за 2019 год. Все подведомственные медицинские организации подготовили подробный анализ о проделанной работе. Первым отчитался медицинский кластер, все отделения и филиалы Республиканского медицинского многопрофильного колледжа. Анализ своей работы провел и психоневрологический диспансер, Государственная стоматологическая поликлиника, медико-социальный центр и реабилитационный центр «Надежда» наркотической и алкогольной зависимости. Министрам были даны рекомендации для более детального отображения работы в подготовленных отчетах. Отчет стоматологической поликлиники был отклонен Минздравом, так как необходимо внести планы на перспективу. После того, как перед министерством отчитаются все медицинские организации столицы, анализ о проделанной работе проведут центральные районные больницы. Должно быть главным специалистом и руководителем специализированного учреждения представлена концепция развития по стоматологической помощи, которая включает обоснованное во всем мире внедрение платных услуг. Обоснованное во всем мире, еще раз повторю, даже в странах с высоким социальным уровнем развития. При этом абсолютно четко должны быть прочерчены ограничения для льготной категории граждан. Это касается детей, это касается инвалидов, это касается участников различных событий и так далее, и так далее. То, что у нас регламентируется постановлением правительства. Для самореализации молодых журналистов и привлечения внимания жителей республики к актуальным проблемам Комитет по молодежной политике, спорту и туризму республики объявил конкурс «Особый стиль». В конкурсе может принять участие любой представитель молодежи. Подробности у Розы Тедеевой. Комитет по молодежной политике, спорту и туризму дал старт республиканскому конкурсу «Особый стиль». Он проводится в 3 номинациях: на лучшую публикацию, фотоматериал и социальный видеоролик. Основная цель мероприятия – поддержка профессиональной самореализации молодых журналистов, привлечение внимания жителей республики к актуальным проблемам посредством журналистского мастерства. Предлагаемая тематика подготовки материалов разнообразна. Для каждой номинации у нас своя тематика. Это популяризация традиций и обычаев палестинского народа, это экологические проблемы, это жизнь в селе и спорт, безусловно, физическое воспитание, поддержание здорового образа жизни. Да, очень много молодых людей у нас любят заниматься спортом, активно ходят в тренажерные залы, и вот эту сторону тоже неплохо было бы осветить. В конкурсе может принять участие любой желающий: журналисты, представители молодежи, учащиеся школ республики, студенты в возрасте от 14 до 30 лет. Принять в нем участие могут молодые журналисты, которые еще учатся, может быть, школьники, которые в будущем хотят заняться журналистикой, студенты факультета журналистики, йогу. В принципе, любители, может быть, есть такие молодые люди, у которых получается писать, но они как бы не журналисты, но в принципе могут принять участие свободно в этом конкурсе. И, безусловно, журналисты, которые уже работают. То есть у нас 2 возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет.
Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить специальные заявки и бланки в Комитете по молодежной политике. Будут награждены все участники диплома, я имею в виду там 3 призовых места, будут памятные подарки. Заявки принимаются до 31 марта включительно. Еще неделя понадобится членам жюри на рассмотрение и оценку представленных работ, после чего будут объявлены победители. Роза Тедеева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Любой желающий сможет принять участие завтра в вечере памяти 3 выдающихся остинских сынов – Шамиля Джиккайта, Нафи Джусойта и Таймураза Хаджета. Это писатели, с творчеством которых должен быть знаком каждый представитель остинского народа. Они своей деятельностью внесли бесценный вклад в развитие остинской литературы. 28 февраля в Национальном музее пройдет вечер памяти, посвященный выдающимся деятелям литературы Шамилю Джиккайте, Нафи Джусойте и Таймуразу Хаджета. Они оставили богатое наследие, с их творчеством необходимо знакомить подрастающее поколение. Народному поэту Осетии Шамилю Джиккаеву 25 февраля исполнилось бы 80 лет. 27 февраля Нафи Джусойте отметил бы 95-летие. Хаджет Таймураз родился 1 марта. В связи с этим в Национальном музее решили провести творческое мероприятие в память о людях, которые вносили бесценный вклад в развитие осетинской литературы. Я считаю долгом нашего общества, а музея конкретно, чтобы мы, значит, эти даты обязательно. Хотелось бы, конечно, каждому отдельно посвятить хорошее мероприятие и популяризировать их творчество, популяризировать их жизненное кредо, позиции. Но вот через день как-то получалось, да, 25, 27 и 1. Поэтому мы решили 28-го вот это все сделать. Шамиль, автор множества произведений в своих стихах, он не переставал призывать любить Осетию. Советский и осетинский поэт, драматург, публицист, литературовед, переводчик, народный писатель Осетии Нафи Джусойте. Его вклад в изучение и развитие остинского языка и литературы неоценим. Отдельное внимание нужно уделить поэту Таймуразу Хаджета. Земля Осетии рождала много прекрасных поэтов, но строчки произведений Таймураза Хаджета настолько пронзительны, глубоки, духовны, что трогают человеческие души и побуждают делиться этой красотой со всем миром. Это были масштабные личности, чья позиция, чего бы это ни касалось, она полностью отвечала чаяниям Осетии. Поэтому мы их назвали 3 звезды остинской литературы. Они бы могли бы быть еще, но вот судьба так распорядилась, и мы можем только лишь не забывать их. На вечер памяти приглашены представители интеллигенции, студенты, школьники, почитатели творчества писателей. Также любой желающий может принять участие в мероприятии, послушать и прочитать стихи. Агунта Губозова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.